Традиция ношения и хранения оружия у абхазов уходит корнями в прошлое. Первый выстрел мужчина слышит еще в младенчестве. В семье, когда рождался сын, обязательно стреляли в воздух. Традиции изменились, но в стране оружия меньше не стало. Кто и как имеет право на хранение оружия, где и как его продают, а также нужен ли закон об оружии, поговорим сегодня с начальником лицензионно-разрешительной системы МВД Абхазии Валерием Устахмедоглы. Здравствуйте, Валерий Саидович. Смотрите также в программе, какое оружие фигурирует в преступлениях. То, что зарегистрировано, то, что легализовано, никогда преступление не совершается. Что продают в охотничьих магазинах? Какие меры предусмотрены в отношении тех, кто незаконно хранит охотничье оружие? Мы составляем протокол, копию протокола даем владельцу вот этого оружия. Оружие мы изымаем, потом административная комиссия должна рассмотреть. А также какая ответственность предусмотрена за хранение и ношение боевого оружия. Полемика вокруг проекта закона об оружии. Почему этот закон так необходим? Честно говоря, и без закона как можно работать, я не представляю. Валерий Саидович, хочется начать с главного. Кто сегодня в республике имеет право на хранение и ношение оружия? На хранение и ношение в республике имеют право граждане Республики Абхазия, достигшие 18-летнего возраста, характеризующие положительно, имеющие охотничий билет в охотообществе. Сегодня можно ли вот такую картину представить, сколько человек имеют такое оружие на руках? Вот на руках, если по статистике, то, что у нас на учете по гореорганам полностью в Абхазии зарегистрировано 14 тысяч, более 14 тысяч единиц оружия. А как вы считаете, это много, учитывая численность населения? Учитывая количество населения на сегодня, это, я думаю, в порядке нормы, я думаю, что... Выдача разрешения на ношение и хранение оружия всех видов, а также регистрация их в прерогативе МВД. Если быть точнее, на сегодняшний день на учете в разрешительной системе МВД состоит 14 608 единиц оружия. При этом трудно сказать, сколько всего оружия есть на руках у населения нелегально. Вы сказали о том, что право на ношение оружия имеют люди, достигшие 18 лет. Но какие документы какие-то нужны им, чтобы это разрешение получить? Чтобы получить разрешение в органах внутренних дел, они должны в первую очередь представить охотничий билет, что он является членом охотобщества. Потом справки должны представить наркодиспансер, психдиспансер, что они на учете не стоят. И представляется абхазский паспорт с пропиской в обязательном случае. Паспорт должен быть. И в свою очередь потом мы проверяем их по информационному центру, судимые или несудимые. Если данное лицо, обратившее к нам для выдачи разрешения на приобретение оружия, если у него положительная характеристика представлена, он представляет еще характеристику с места жительства. Если при наличии всех этих документов, если нет противоправной, имею в виду судимость отсутствует, тогда мы ему выдаем разрешение на право приобретения оружия. А вот охотничье оружие, о которых вы говорили, часто ли они фигурируют в статистике преступлений? То, что зарегистрировано, то, что легализовано, никогда преступление не совершается. Большинство тяжких преступлений в республике совершается с использованием огнестрельного оружия. Только за последние дни в стране произошли несколько громких убийств. Если посмотреть статистику МВД в 2016 году, правоохранительными органами было выявлено 25 фактов незаконного хранения и ношения оружия. При этом уже в прошлом году это количество увеличивается до 84. И, как говорят в МВД, это свидетельствует об увеличении раскрываемости таких преступлений.
Какие меры предпринимаются МВД для выявления случаев незаконного хранения оружия? Мы должны проводить мероприятия, профилактические мероприятия с привлечением немалого количества сотрудников милиции. В первую очередь это делается в отношении тех лиц, которые склонны к совершению преступления. И вот, А есть такой список, да? ну, Который вы держите на контроле людей? Список, да, обязательно. Если мы по информационному центру мы знаем, кто судим, не судим. Вот, и в связи с этим заинтересованные службы, это уголовный розыск, участковые инспектора, все службы занимаются по выявлению лиц, нелегально хранящихся оружие. С какими проблемами сталкиваетесь в ходе реализации этих задач? Часто выявляются лица, которые нелегально хранят оружие. По ним мы материалы собираем, составляем протокола и передаем в следственные органы для возбуждения уголовного дела в отношении тех лиц, которые, если у него нелегально хранилось оружие. А препятствия со стороны населения, когда вы этими мероприятиями занимаетесь? Были случаи, я помню, мы проводили, вот мы не успели доехать до МВД, изъяли несколько единиц, не успеешь зайти, и сразу начинается. Родственники появляются. Руководство дает задание, особенно при проведении свадебных кортежей по городам и районам республики. Вот зачастую бывает, что с автомата открывают стрельбу, хотя они предупреждаются. Ну, естественно, если человека настигли, то тогда сразу оружие изымается и принимаются соответствующие меры в отношении этих лиц. Правовая база, регулирующая оборот оружия в Абхазии, основывается на Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе. Статья 180 КоАП предусматривает наложение штрафа от 1 до 3 минимальных размеров оплаты труда за приобретение, хранение, передачу другим лицам или продажу гражданами огнестрельного, гладкоствольного, охотничьего оружия без разрешения органов внутренних дел. А вот какие меры предусмотрены в Уголовном кодексе? От 2 до 5 лет лишения свободы грозит за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы от 2 до 8 лет. Если незаконно хранится оружие, выявляют такие факты, куда девается это оружие? Изъятое оружие, естественно, мы составляем протокол. Копию протокола даем владельцу вот этого оружия. Оружие мы изымаем. Потом административная комиссия должна рассмотреть. Если это гладкоствольное оружие, то мы его легализуем, регистрируем, ставим на учет и выдаем ему разрешение на право хранения и ношения. Если это положительный человек, если он характеризуется, если он не преступник, не судим, то оружие возвращается, гладкоствольное. Что касается автоматического оружия, то материалы передаются органы дознания, где возбуждается уголовное дело. Если это автоматическое оружие, если у него... Штрафы какие-то предусмотрены и возможность возврата оружия? Обычно, если оружие автоматическое, то она не возвращается. Изъятое боевое оружие и боеприпасы после проведения экспертизы сдаются на оружейный склад управления тылового обеспечения МВД, где хранятся до вступления в законную силу судебного решения, после чего боевое оружие в соответствии с судебным распоряжением передается на оружейный склад Министерства обороны либо утилизируется. Вообще есть необходимость в ужесточении законодательства? Что касается ужесточения закона, в каком плане надо будет? Вот в административном надо будет немного ужесточить, хотя бы, чтобы человек чувствовал ответственность. Вы понимаете? Ответственность
за то нарушение, то, что он допустил. Не то, что мы изъяли оружие, скажем, изъяли оружие, через некоторое время возвращаем. Это категорической форме, я считаю, это неправильно. Мы опираемся на постановление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия за номером 173-П. Закон об оружии был принят еще в 1994 году после окончания войны. После этого никакого закона у нас не принималось. Валерий Саидович, а травматическое оружие в Абхазии разрешено? По вопросу травматического оружия у нас закона в Абхазии нет по поводу травматического оружия. И у нас травматическое оружие в магазинах, в этих охотничьих магазинах не продается и не завозится. Потому что закона нет, не имея закона, мы не имеем права вообще и завозить, и кабинет министра на это право не дает. А с чем связан такой запрет? Если огнестрельное разрешено, почему не разрешить травматическое? Если узаконят, то, я думаю, ничего здесь преступного нет. Не имея закона, мы не можем, как говорится. Вот сколько вообще охотничьих таких магазинов? Количество где-то 5 магазинов у нас в Абхазии. По всей республике. Регистрацию мы даем на определенный срок. Скажем, на год дали, на 2, на 3 года. Да? Регулярно да. надо приходить? Обязательно, если прошло этот срок, он должен прийти, обязательно пройти перерегистрацию оружия. Обязательно. Может, пройдем, посмотрим, какие виды оружия там продаются? А если статистику посмотреть, то увеличивается количество тех, кто регистрирует? Нет, я вам скажу, в течение 7 лет, как функционирует наш охотничий магазин, да, где при пределах 7 лет, народ, наверное, уже приобрел то, что нужно было. Сейчас спрос небольшой. Спрос небольшой. В преступлениях все-таки бывают же, фигурируют такие. Из-за охотничьего гладкоствольного оружия, как я вам ранее говорил, преступления из-за регистрированного охотничьего оружия, я не помню, чтобы преступление совершалось. Охотничьи ружья все-таки фигурируют в уголовных делах, хотя редко. Чаще всего это бытовые конфликты. А кто занимается, кстати, обеспечением сотрудников правоохранительных органов оружия? Это никакого отношения к магазину не имеет. Обеспечение сотрудников МВД Абхазии табельным оружием происходит напрямую через МВД Российской Федерации. Ценовой диапазон на ружья в охотничьем магазине от 400 тысяч до 15 тысяч рублей. Но чаще всего покупают вот такие ружья. Их стоимость около 40 тысяч рублей. Производство России. О необходимости отдельного закона, регулирующего оборот оружия в стране, говорят давно. Но только в 2017 году парламентарии в первом чтении приняли проект закона об обороте оружия. Этот документ вызвал бурю негодования в обществе. Многие восприняли это как запрет оружия. Хотя в проекте речь шла об обороте оружия, нормах, регулирующих правила и механизмы приобретения. Что касается резервистов, то их право на хранение оружия закреплено в другом законе о резерве вооруженных сил, причем пожизненно. Если вернуться к закону об оружии, все-таки многие граждане, особенно мужское население, воспринимают этот проект закона как полный запрет оружия в республике. Как вы считаете все-таки? Нет, категорической форме. Закон об оружии должен быть в Абхазии. Нормальный закон оружия, который регулирует правила хранения, ношения оружия, она должна существовать. И за это не надо бояться там делать ажиотаж, что там оружие изымут. Это оружие изымали еще, если вы помните, в 90-е годы, когда постановлением Кабинета министров Грузии у населения было все зарегистрированное оружие, было изъято. И потом, к сожалению, вы знаете, и война началась. Многие даже гладкоствольное оружие не имели. И сегодня за это, наверное, они думают, если закон об оружии будет, то они думают, что у них
будет изыматься это оружие. У резервистов оружие должно храниться дома. Ну, естественно, оно должно быть зарегистрировано в органы внутренних дел, и чтобы систематически, чтобы работник разрешительной системы, участковый инспектор милиции проверял состояние этого оружия, как хранится, условия хранения, чтобы это было. Практика запретов или разрешений на ношение оружия не оказывает прямое влияние на количество убийств. Страны со строгим и либеральным законодательством в отношении огневых средств защиты могут иметь абсолютно одинаковую криминальную статистику. Например, в США право на ношение оружия закреплено в 1791 году второй поправкой Конституции. Там в 23 штатах разрешено открыто носить пистолеты. В этой стране гибнет 11 человек на 100 тысяч жителей. А вот в Бразилии свободное ношение оружия запрещено, но зато количество убийств от огнестрельного оружия достигает 22 человек на 100 тысяч жителей. В Индии меньше всего убитых – 1 человек на 100 тысяч населения. Закон как раз наоборот разрешает иметь оружие при наличии лицензии. В Грузии существует право иметь в личном пользовании револьвер, но свободное ношение запрещено. А вот в Гондурасе один из самых высоких показателей убийств на планете. В 2007 году был введен запрет на ношение оружия, но ситуация не изменилась. С признанием суверенитета Абхазии Россией вопросы безопасности изменились. И поэтому в отношении резервистов, как вы считаете, нужно изменить законодательство? Пока, думаю, не стоит менять по поводу резервистов, потому что все-таки оружие, те, которые, вы знаете, войну прошли, и вот оружие должно храниться. Но вопрос стоит в том плане, возможно, вот резервистов, вот в Георгинах, скажем, в Гудаутском районе, там большое количество, имеется в виду, определенное количество оружия зарегистрировано в органах внутренних дел и состоит на учете там. И оружие хранится у них дома по месту жительства. Единственное, что надо просто систематически проверять наличие этого оружия. Ну а как вот каждый дом пойти и проверить невозможно? Ну, хотя бы квартал один раз, согласно инструкции, участковый должен проверять по месту жительства владельцев огнестрельного оружия. Какие задачи стоят в 2018 перед вами? Какие вы сами ставите задачи вот перед В настоящее время руководство Министерства внутренних дел Республики Абхазия вот накануне Нового года как раз министр приказ издал, и мы этот приказ разослали по органам для проведения профилактических мероприятий совместно с сотрудниками охотрыбообщества, а также с Государственной экологической службой для проведения мероприятий по выявлению и изъятию нелегально хранящихся огнестрельное оружие у населения. В ближайшее время мы будем проводить мероприятия по всем органам с участием инспекторов разрешительной системы, уголовного розыска, участковых инспекторов милиции. Я думаю, эффект будет. Валерий Саидович, а есть что-то, что бы вы хотели отметить, чем вы гордитесь, какими-то успехами в работе? Ну, честно сказать, что у нас за прошлый год, за 2017 год, что мы гордились по поводу нашей работы, но немало, конечно, положительного, огромная работа будет проводиться. У нас план мероприятия по всем органам, вот где работают разрешительные системы, подготовлены планы мероприятия на первое полугодие. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам, то же самое.